ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Сосногорске прошел республиканский этап смотра конкурса «Лучшее звено газодымозащитной службы». Так называют пожарных, которые работают в среде, непригодной для дыхания. Именно поэтому, чтобы пройти конкурсные испытания, участники надевают на себя специальное снаряжение. Средства индивидуальной защиты вместе с формой весят больше 10 килограмм. Но этих мужчин, кажется, уже ничего не останавливает. Впереди трехэтажка, в которой задымление. Как объясняют организаторы, условия приближены к реальным. Для участников соревнований каждый раз у нас строятся новые условия, то есть нет такого, что мы по шаблону действуем. Мы создаем те условия, к которым они практически не готовы, то есть с чем они могут столкнуться на самом деле. К слову, это последний этап соревнований. Позади конкурсы на местах и теоретическая часть. Если в начале состязаний хоть как-то можно было подготовиться, например, натренироваться быстро бегать по трехколенной лестнице, то тут участники понимают, будет ой как нелегко. Будет намного тяжелее, поскольку на данном объекте мы первый раз, мы его не знаем, обстановка нам абсолютно незнакомая. Самое сложное, наверное, будет это то, что плохая видимость. Из-за того, что внутри действительно ничего не видно, один из команды курирует работу снаружи. Передает, сколько осталось кислорода, и готовит рукава для тушения. Остальным необходимо погасить очаг возгорания на этаже и в подвале. А еще нужно спасти пострадавшего Яшку. Так пожарные любя называют манекен, на котором отрабатывают методы своей работы. По ходу конкурса становится понятно, Яшка лишь первый пострадавший. На третьем его надо было применить спасательную веревку, спустить, а второго вынести свежий воздух. Финальный аккорд задания, пожалуй, самый зрелищный. Устойчивая струя пены из бронзбойта оповещает об окончании конкурса для каждой отдельной команды. Пятерка, которая быстрее и четче всех выполнила эти задания, стала команда второго отряда из Емвы. Серебро у специальной пожарно-спасательной части Коми и бронза у первого отряда, город Сыктывкар.